Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. ОМОН Росгвардии оказал силовое сопровождение изъятия алкогольной продукции с признаками подделки в Нерюнгринском районе на сумму около 3 миллионов рублей. Сотрудники оперативных подразделений МВД при силовой поддержке ОМОН провели спецоперацию в 6 торговых точках столицы Южной Якутии. Из оборота было изъято 924 бутылки. Кроме этого, в 3 гаражных боксах, расположенных на территории Нерюнгри, и в боксе поселка Серебряный Бор, полицейскими было изъято порядка 12 500 бутылок алкогольной продукции. Всего на территории района с признаками подделки изъято порядка 13 500 бутылок водки и коньяка, что по предварительной оценке составляет более 2 миллионов 700 тысяч рублей. По факту проводится проверка. В Якутии в суд направлено дело сторонника запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которого задержали в столице республики 2 года назад. Он не только распространял запрещенную литературу, но и вербовал будущих боевиков. Теперь ему грозит 20 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый в период 2015 года склонил 2 граждан к выезду в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ. Он также обвиняется в публичном оправдании деятельности международной террористической организации ИГИЛ с использованием сети интернет, а также приготовлении к выезду в Сирию для участия в деятельности данной международной террористической организации. После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Полиция призывает граждан к бдительности при совершении сделок купли-продажи в сети интернет. В Ленском районе мужчина стал очередной жертвой мошенников. В МВД России по Ленскому району обратился мужчина, который сообщил, что пострадал от мошеннических действий неизвестного и лишился более 200 тысяч рублей. Он пояснил полицейским, что на интернет-сайте, специализирующемся на продаже автомобилей, увидел объявление о продаже автомашины Toyota Corolla всего за 210 тысяч рублей. И позвонил по указанному номеру. Продавец пояснил, что продает машину по цене ниже среднерыночной, потому что ему срочно нужны деньги в связи с финансовыми проблемами. Также он сообщил, что автомобиль находится в Иркутской области и желающих его приобрести очень много. Тогда потерпевший предложил внести 10 тысяч рублей как предоплату. Позже он перевел еще 50 тысяч рублей в качестве задатка. Через некоторое время лжепродавец позвонил и сказал, что может скинуть цену автомобиля на 10 тысяч рублей при условии, что покупатель сразу же переведет оставшуюся сумму. Мужчина согласился и осуществил перевод денег. На следующий день потерпевший пытался связаться с лжепродавцом, но все имеющиеся номера были отключены. По данному факту проводится проверка. Уважаемые граждане, полиция убедительно рекомендует быть внимательными и осторожными во всех сделках, связанными с продажами или приобретениями какого-либо товара или услуг в сети интернет. Если вы решили приобрести по интернету какой-либо товар и связались с потенциальным продавцом, который просит внести предоплату в 100% путем перечисления денежных средств через услугу мобильный банк, не спешите выполнять поставленные условия без гарантии, что товар будет доставлен. Также не совершайте покупки, не убедившись в подлинности сайта. Выбирайте только проверенные сайты, где уже совершали покупки ваши друзья или коллеги. Почитайте отзывы в интернете, посмотрите, есть ли сайт в черных списках интернет-магазинов. В столице республики на пульт оператора 02 поступила информация о том, что возле дома по улице Чернышевского у семейной пары группой молодых людей с применением насилия похищен сотовый телефон Huawei. Ущерб составил 13 тысяч рублей. Подозреваемые, 4 молодых людей и девушка, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, скрылись в неизвестном направлении. На поиски злоумышленников были ориентированы все наружные службы полиции. Подозреваемые были задержаны, что говорится, по горячим следам возле дома по улице Пояркова и опознаны потерпевшими. Установлено, что 2 из задержанных парней ранее были судимы за совершение имущественных преступлений. Все доставлены в дежурную часть отдела полиции. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает пресс-служба Росгвардии. В Горном районе мужчина проткнул ножом все колеса чужого автомобиля. Со слов злоумышленника, он совершил противозаконное действие из-за личной неприязни к хозяину.
В дежурную часть МВД России по Горному району поступило заявление от жителя поселка Бердигистях по факту повреждения его автомобиля Toyota Vista. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 31-летний мужчина. Установлено, что ночью подозреваемый проткнул ножом 4 колеса автомобиля, который был припаркован возле дома потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В столице республики ребенок, спускаясь с горы, попал в ДТП. Семья после посещения смотровой площадки спускалась с горы Чачур-Муран по лестнице. А ребенок решил спуститься на ледянке, после чего ударился спиной о заднее колесо проезжавшей машины Toyota Crown. Несовершеннолетний получил ушиб грудной клетки. Назначено амбулаторное лечение. Водитель был трезв. Национальная гвардия России отмечает свой профессиональный праздник. Он установлен указом президента Владимира Путина в 2017 году. До этого, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. В задачи службы входит борьба с терроризмом, охрана общественного порядка и важных государственных объектов. Росгвардия объединяет элитные подразделения МВД, вневедомственной охраны, ОМОНа, СОБРа и авиационные подразделения. Также у нас вновь сформирован отдел госконтроля затопливно-энергетическим комплексом, именно за их антитеррористической защищенностью. То есть это впервые отдел работает, у них основная задача это, конечно, привести в соответствие все наши объекты, субъекты ТЭК, чтобы они не были подвержены никаким террористическим рискам. На этом у меня все. Берегите себя.